70-м год одна юница, что шерден таха, я без леля, так сказать, тахандат. Хранительница очага, наполняющая свой дом и окружающих теплом и уютом. Огородничество стало частью ее жизни. Уже более 40 лет Субур Махлоева занимается своим участком. На территории площадью более 23 гектаров уже созрели разные овощи и фрукты. Груша, слива, яблоки, персик, черешня, абрикос. Хозяйство заполнено плодовыми деревьями. Привезно оливу, да, дагестанский местный даже боярышник, боярышник его больше. Общаясь с нами, хозяйка срывает кукурузу для соседки. Царицу полей Субур выращивает каждый год. И очень удачно, что к ней даже приходят за кукурузными секретами. Из овощей здесь есть практически все, о чем можно спросить. Квартоли, помидоры наши, укроп, петрушка. Также в огороде много кустарников с ягодами – малина, смородина, клубника, крыжовник, ежевика. Но ягодную экскурсию нам на этот раз провела не бабушка, а ее внуки, которые больше всех любят ими лакомиться. Долго столдуешь, Наня? Ду. Игорхоза фина, не Игорхоза це клубники, малины, кружовники ери. Клубника, хозяин малины. А да, кружовники за что? Попробуйте мегигита. У бабушки ничего из овощей и фруктов не пропадает. В этом убедились, осмотрев подвальное помещение. Оно полностью забито соленьями, вареньями, компотами. Благодаря трудолюбию Субур Махлоевой вся семья круглый год питается экологически чистыми продуктами, а сезонные овощи у домочадцев пользуются особой любовью. Вот и сегодня к обеду вкуснейший салат из помидоров и огурцов и сладкий компот из малины прямиком из холодильника. Также Субур Махлоева раздает свои овощи и фрукты соседям, родственникам, гостям. При этом сдает свою продукцию под реализацию. Несколько ящиков с луком и 2 мешка с укропом собрала только сегодня утром. Работать на этом участке не так уж просто. Он расположен на склоне. Несмотря на сложный рельеф, 80-летняя Субур Махлоева держит его в красоте и порядке. Несколько лет назад бабушка потеряла супруга. Рассказывает, что он при жизни очень помогал ей ухаживать за огородом. Но она готова работать здесь и в одиночку. Это приносит ей радость и успокоение. Участвовать в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство» предложили родственники и соседи, благодарно главе Ингушетии. Отмечает, что никогда на таком уровне не оказывали внимания труду жителей и домохозяек. Конкурс «Лучшее подсобное хозяйство» инициирован главой Ингушетии, проходит с 2021 года. Участие принимают все, кто делает свои приусадебные участки красивыми и ухоженными. Цель – поддержать и мотивировать жителей, вносящих вклад в развитие сельского хозяйства и хранящих сельские традиции. Количество
Число участников конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство» с каждым годом растет. В связи с этим главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым было принято решение увеличить призовой фонд еще на 10 мест. В этот раз он составит 3 миллиона рублей. 2 первых места получат по 500 тысяч рублей, второе место 300 тысяч, третье 200 тысяч рублей, 10 мест по 100 тысяч и еще 10 по 50 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут уже в начале августа. Субур Махлоева скромничает и особо не рассчитывает на победу. Но если выиграет, намерена вложить свой денежный приз в новый дом, который не получается достроить уже долгое время. Диана Дударова, Джамалеев Султыгов. Новости 24.